Более 100 участников чемпионата профессионалы из 38 регионов страны сошлись в состязании по пожарно-спасательному мастерству на ингушской земле. Самый зрелищный и сложный этап компетенции пожарной безопасности – спасение материальных ценностей из горящего помещения. Сначала студент в форме огнеборца проводит боевое развертывание, прокладывает рукавную линию от пожарного автомобиля к месту пожара. Но перед ним оказывается запертая дверь. С помощью инструмента он распиливает замок и входит в задымленное помещение, где ему в кромешной тьме предстоит отыскать ценный предмет. Этот этап – любимое испытание для участника из Краснодарского края Вадима Шапка. Молодой человек дважды участвовал в региональном отборе и в нынешнем году наконец-то выбился в лидеры в своем субъекте, получив право посостязаться с сильнейшими студентами со всей страны. Больше физические нагрузки идут, выносливость вот такой вот, показывает, кто на нас способен. Этот тренажер-лабиринт имитирует работы в разрушенном здании. Спасателю предстоит эвакуировать культурно-материальную ценность, в данном случае картину. Но на его пути будет 7 преград. Каждый отсек лабиринта скрывает в себе преграду. Первое – завал из кирпичей. Сначала участнику предстоит разобрать его. Кстати, сейчас испытание проходит девушка. В профессии спасателя представительницам прекрасной половины человечества поблажек нет. От их действий могут зависеть жизни людей. После разбора завала конкурсанта ждет плита, сужающая проход. После – свисающая конструкция, которая в любую секунду может обвалиться. А дальше брус, преграждающий путь. Его предстоит распилить. Дальше закрытая дверь, которую нужно вскрыть. Видно, что спасатели работают на пределе своих сил. Затем свисает провод, который необходимо инструментом перекусить. И, наконец, глухая стена, за которой хранится картина. Извлекай. Страховка. Начинаю подъем. Сейчас по всей стране идут итоговые этапы чемпионата профессионалы по разным направлениям. Ингушетии в этом году выпала честь принимать будущих спасателей и пожарных из разных, даже самых дальних уголков страны. Среди конкурсантов есть представители и Дальнего Востока. Для ребят, у кого дома за окном еще прохладная весна, резкое попадание в жаркий южный климат – дополнительное испытание в ходе чемпионата. Температура окружающей среды, очень жарко, солнце. Ребята работают в боевой одежде пожарного и, соответственно, им очень жарко, перегреваются. Эти испытания выявят 10 лучших участников. Они поедут на национальный уровень чемпионата, который пройдет в августе в Калуге. Ранее ребятам из Ингушетии удавалось пробиться на всероссийский уровень. Где-то 5 лет назад на базе нашего колледжа проходили такие же отборочные соревнования, только по компетенции правоохранительной деятельности. Наши ребята заняли первое место. И стали победителями. В этом году надеемся, что на национальном финале заработаем призовое место. Сегодня студенты-спасатели и пожарные не только соревнуются, но и отмечают День образования Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ему исполняется 24 года. Молодежь в форме выполняет команду смирно под звуки главного музыкального произведения страны – гимна России. И демонстрируют силы и средства регионального отделения ВСКС. В Ингушетии студенты-спасатели имеют вполне внушительную базу оснащения. Самое важное, что будущие огнеборцы рвутся в бой с самой учебной скамьи колледжа. Для того, чтобы привлечь их к какой-то сложной ситуации, на передовой нельзя. Тем не менее, у нас добровольцы без каких-то допусков сами рвутся, оказывают помощь и тушат пожары. И очень много этих ребят, которые спасли, будучи студентами, с пожара, с реки, с озер, с прудов, тонущих людей. Чемпионат профессионалы выявит лучших в своей будущей профессии со всей страны. И это серьезный шаг для любого специалиста, особенно для того, кто готов пожертвовать собой ради спасения других. Это достоинство отважных. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.